Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Қазақстан Қарағанды телеканалының тікелей эфирінде аймақтық коммуникациялар қызметі. Дәл қазір біз 5 институционалды реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам ұлт жоспарының іс жүзінде жүзеге асырылуы жөнінде тағы бір мәрте пысықтап өтпекпіз. Яғни мемлекеттік қызметшінің қабылдануына қойылатын жаңа талаптар, мемлекеттік қызметшінің ұстанатын этикасы, жоспардың екінші бағыты бойынша жергілікті полиция қызметі. Үшінші бағыт бойынша қала деңгейінде асырылған іс-шаралар. Мүлікті жария ету бойынша, сондай-ақ отырыс барысында жеңіл өнеркәсіп, электр желілерін жаңалау, қала өміріндегі түйткілді мәселелер таразы басына салынатын болады. Спикер ретінде Қарағанды қаласының әкімі Әубәкіров Нұрлан Ерікбайұлының өзі қатысып отыр. Добрый день, уважаемые представители прессы. Региональная служба коммуникации Карагандинской области продолжает серию брифингов в прямом эфире телеканала «Казахстан Караганды». Сегодня мы планируем обсудить тему «Практическая реализация плана нации 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». В качестве спикера мы пригласили акима города Караганды Аубакирова Нурлана Ерікбаевича. Уважаемый Нурлан Ерікбаевич, добро пожаловать в студию. Спасибо. Мы предоставляем вам слово. Қайырлы күн, баспасөз конференциясының қатысушылары. Біріншіден сіздерге ұлт жоспарын іске асыру барысы мәселесін талқылау мүмкіндігі үшін алғыс білдіремін. Ұлт жоспарындағы міндеттерді ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойлы жылында жүзеге асыру жай сәйкестік емес. Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырлық мерзімі ішінде біз еліміздің дамуының келесі кезеңіне шығып, жаңа тарихи жағдайларда әлемнің дамыған мемлекеттерінің 30-ға кіруді негізгі басымдылық санап отырмыз. Елбасымыздың 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам ұлт жоспарында қойған міндеттердің шешу, қараңдылықтар үшін, сонымен қатар барлық қазақстандықтар үшін бірінші кезектегі мақсат болып саналады. Стратегия да барлық салаларға назар аударылған. Бүгінгі таңда қала экономикасында қол жеткізген қарқын сақталауда, өндірісті төмендетпей және оның өсуінің қамтамасыз ету, жаңа жұмыс орындарын құрып, қала тұрғындарының өмір сүру деңгейін арттыру басты назарда. Уважаемые участники конференции, хотел бы вкратце остановиться на социально-экономическом развитии города и те задачи, которые реализуются нами в рамках плана нации 100 шагов. По первому направлению формирования профессионального государственного аппарата внедрен карьерный принцип построения системы госслужбы, где на первый план выходит компетенция и личные качества госслужащих, а для карьерного роста обязателен опыт работы на нижестоящих должностях. Эти нововведения прежде всего нацелены на повышение эффективности работы госаппарата, улучшение качества оказания государственных услуг населению, активно реализуются в городе. По второму направлению, это плана нации, основной задачей регионального уровня является создание местной полицейской службы, подотчетной местному сообществу. На сегодня данная служба действует и имеет в нашем городе 7 территориальных подразделений. С учетом оперативной обстановки разработан соответствующий план единой дислокации, включающий 396 маршрутов патрулирования. Конечно, на сегодня этих маршрутов не хватает, поэтому максимум используется система видеонаблюдения, которая внедрена у нас в ЦОУ. По городу Караганде порядка 300 видеокамер, которые за счет средств государственного городского бюджета оплачиваются, и они осуществляют соответствующий контроль. С учетом ситуации, которая возникает по предложению наших депутатов, по предложению общественного совета были выделены дополнительные средства, и до конца года более 900 камер будет в городе Караганде, которые будут оплачиваться за счет средств городского бюджета. Точнее, по итогам года должно быть 909. При этом немаловажное является привлечение населения к профилактике непосредственно правонарушений. В этой связи участковыми инспекторами полиции проводятся сходы с населением. За 8 месяцев текущего года совместно с уполномоченными органами было проведено 422 схода. Реализуется план мероприятий по формированию в обществе принципа так называемой нулевой
терпимости к беспорядкам и правонарушениям. Если взглянуть на статистику работы местной полиции, то за отчетный период наблюдается рост показателей по раскрытию уголовных правонарушений на 6%. По горячим следам раскрыто 361 преступление. Здесь рост более 27%. Выявлено более 10 тысяч административных правонарушений по линии охраны общественного порядка. С начала года обслужено порядка 23 тысяч вызовов сотрудниками ЦОУ. Все это есть один из результатов обратной связи с населением. Кроме того, разрабатывается интернет-портал «Карты уголовных преступлений», правонарушений, где будут отмечаться все уголовные правонарушения в сроки не позднее 1 недели с момента его совершения. Для подключения к интернет-порталу ведется разработка геоинформационной электронной карты, которая будет интегрирована с базой Генеральной прокуратуры. Что касается третьего направления, это индустриализация и экономический рост, то именно данный блок включает в себя наиболее серьезные аспекты регионального развития. Реализация земельных участков на уровне города связана с предоставлением земельных участков под ИЖС. И самым актуальным вопросом является наличие подведения соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В этой связи в рамках действующих программ в этом году ведется строительство сетей в микрорайонах Кунгей, Таугуль, Кош-Шахар и в юго-западном районе. Что касается ИЖС, сразу хочу пояснить. Действительно, в городе Караганде более 11 тысяч человек находятся в очереди по предоставлению земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Между тем, в 2004-2006 годах было выдано большое количество земельных участков, свыше 4000 в микрорайонах Кунгей и в микрорайонах Таугуль. Но, к сожалению, они не были обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой. В этом году нас поддержали, и вот в рамках программ государственных, в том числе программ Нурлы-Жол, нам выделены денежные средства на проведение работ по микрорайону Таугуль и по Кунгею вторая очередь. То есть там есть достаточно еще вопросов по третьей очереди. То есть это даст возможность нам в дальнейшем уже развивать и использовать данные земельные участки. Дополнительные земельные участки в части развития генерального плана, они в городе есть. Но мы сначала должны завершить, идем поэтапно, те земельные участки, которые выданы, сначала к ним подведем инженерно-коммуникационную инфраструктуру, впоследствии к другим земельным участкам, после того, как подведем инженерно-коммуникационную инфраструктуру, будем предоставлять эти участки под непосредственно индивидуальное жилищное строительство. Также планом определены задачи по оптимизации и совершенствованию налоговых процедур. Кроме того, активно проводится в городе Караганде акция по легализации имущества. В средствах массовой информации публикуются материалы о сроках и порядке проведения акций легализации имущества. За это время рассмотрено было 445 заявлений на сумму порядка 5,5 миллиардов тенге. Легализовано 236 объектов на сумму 4,7 миллиарда тенге. Это только объекты. Мы не говорим о легализации денежных средств, которые проходят через управление государственных доходов. Там очень большая сумма, и Карагандинская область в целом занимает 3-4 место по республике после Алматы, Астаны и Мангыстауской области. И львиная доля этих денежных средств легализована в городе Караганде. Мультипликативным эффектом данной работы является обеспечение прозрачного учета объектов, вывод из тени оборотных средств, а также дополнительные поступления в местный бюджет. Следующее направление работы – это реорганизация отрасли электроэнергетики. За последние годы наблюдается укрепление работы энергопроизводящих и передающих организаций, что обеспечивает надежность системы электроснабжения. Основные наши услугодатели перешли на инвестиционную тарифную политику, и в целом практически все выходят на безубыточный режим работы. Снижены сверхнормативные потери. Это стало возможным благодаря господдержке отрасли в рамках реализуемых программ. В частности, в текущем году в рамках карты индустриализации на ТЭС-3 завершено строительство третьего энергоблока, что дает дополнительно 180 гигакалорий тепловой энергии и порядка 110 мегаватт электрической энергии. Кроме того, по программе Нурлы-Жол в прошлом году было реализовано 4 проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей. За счет этого были снижены сверхнормативные потери в общей цифре 26 тысяч гигакалорий тепла. В этом году ведется реконструкция тепломагистрали по проспекту Шахтеров, водопровода по улице Гоголя и самотечного канализационного коллектора номер 10.
По программе развития регионов завершено строительство водопровода до микрорайона Гульдер, реконструкция сетей в сортировке и левобережного канализационного коллектора, ведется строительство водовода номер 3 и канализационного коллектора в сортировке. Эти проекты планируется вести в текущем году. Помимо ремонта, реконструкции существующих сетей, нам надо сегодня думать о перспективе развития нашего города. Как вы видите, город развивается, и этот вопрос актуальности не теряет. В этих целях нами утверждена схема теплоснабжения города, также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство тепловой сети от ТЭЦ-3 до Юго-Востока. Реализация проекта позволит обеспечить теплом новые жилые массивы: юго-западный, северо-восточный, восточный, Кош-Шахар, Панель-центр, Таугуль и так далее. В чем это связано? Сегодня мы говорим о том, что проведена большая реконструкция на источнике, соответственно, его нужно доставить. То есть юго-восточный сектор, где Панель-центр, микрорайон и вся территория до Голубых прудов, она предусмотрена под застройку. И есть соответствующие планы, есть соответствующие проекты детальных планировок и разработаны на многие уже микрорайоны, даже проектно-сметной документации. Если по вопросам водоснабжения, канализования вопросов не возникает, то по вопросу теплоснабжения мы осуществляем определенный дефицит. То есть строительство третьего тепловывода от ТЭЦ-3 позволит решить две задачи. Первая и основная задача – это обеспечить теплом вновь застраиваемый и в перспективе, в ближайшей совсем перспективе, обеспечить теплом те микрорайоны, которые необходимо у нас реализовывать. И второй вопрос – это даст возможность уже самим нашим источникам работать на полную мощность, так как сегодня выходная мощность у нас две линии, две ветки не позволяет пропустить то достаточное количество тепла, которое генерирует станция. В целях реализации схемы внешнего электроснабжения и создания кольца вокруг города намечено строительство 2 подстанций «Жилу» и «Пруды» в рамках государственно-частного партнерства. В соответствии с инвестпрограммами услугодатели привлекаются заемные кредитные средства. Здесь о чем говорится? Если мы при завершении строительства этих 2 подстанций мы 100% закольцуем город. То есть, если даже в случае возникновения каких-то аварийных, нештатных ситуаций на нашем энергоисточнике, на ТЭЦ-3 произойдет и станция упадет до нуля, то есть система закольцуется, из общей системы общереспубликанской возьмет то достаточное количество электричества, что позволит город вообще не ощутить того, что не приходит электроэнергия. Основной задачей местных исполнительных органов согласно третьему направлению является привлечение инвестиций и обеспечение экономического роста. В данном направлении в рамках карты поддержки предпринимательства реализуется 31 инвестиционный проект на сумму 105 миллиардов тенге с созданием более 2600 рабочих мест. За 2010-2015 годы введено 25 проектов. В текущем году запланирован запуск 4 проектов, из которых на сегодняшний день уже запущено 2 проекта. Это у нас расширение, модернизация производства ТО «Караганда-НАН». Там запустили новые, на итальянском оборудовании, новые цеха по производству макаронных изделий. И, о чем я говорил, это ТО «Энергоцентр». До конца года будут запущены проекты, это ТО «Карагандинский целлюлозно-бумажный комбинат». Часть этой продукции будет использоваться в том числе на прямые нужды города, так как мы постепенно уходим от стандартного асфальтобетона и применяем щебеночно-мастичный асфальтобетон на основных трассах города. Туда по технологическим требованиям необходимо добавлять целлулозу. Просто для улучшения физико-химических свойств. То есть там проблема. И второй проект — это новый хлебозавод ТО «Сарар-Канан», который тоже будет запускаться в конце декабря текущего года. То есть это предприятие абсолютно новое, с современнейшим оборудованием, которое позволит увеличить линейку продукции, хлебобулочной продукции, и улучшить ее качество. И в принципе здоровая конкуренция, она позволяет нам, тем самым как рынок отрегулирует, количество производителей будет больше, соответственно цена не будет расти. Также по программе «Дорожная карта бизнеса» предприниматели получают возможность развития бизнеса. За время реализации программы по Караганде поддержано 111 предприятий, обрабатывающих промышленность на общую сумму 34 миллиарда тенге. В этом направлении также у нас планом нации предусматривается привлечение стратегических инвесторов по производству и переработке молока.
В этом направлении в городе у нас представлены крупные предприятия пищевой промышленности, которые сотрудничают и формируют так называемый вертикальный холдинг кооперации с сельскими районами. Ярким примером служит наше предприятие «Натиже-Суд». Что касается производства и переработки мяса, это Арай КЗ сотрудничает с БН Орда, имеющим соглашение с Китаем на экспорт мяса. Меморандум на поставку мяса объемом 400 тонн заключен и с компанией Ирана. Соответственно, другая задача – это развитие кормопроизводства и инфраструктуры отгонного животноводства. На этом рынке себя давно зарекомендовал Карагандинский мелькомбинат как производитель комбикормов для сельхозживотных и птиц. В целях дальнейшего развития данной сферы нами проводится поиск инвесторов, и в планах намечено создание сельскохозяйственных кооперативов на территории города. Это позволит расширить рынок производства и переработки продукции местных товаропроизводителей. В плане нации особое внимание уделяется превращению нашей столицы в деловой, культурный и научный центр Евразии. Вхождение Караганды именно в Астанинскую агломерацию дает определенные преимущества для развития регионального бизнеса. Как вы знаете, в следующем году будет проходить знаковое событие, международная выставка «Экспо-2017», которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего». В настоящее время завершаются непосредственно монтажно-строительные работы. В число их участников вошли и наши компании. Это и Кызылинстальком, Сантехпром, Пауэрбетон, ТО завод Металлпрофиль и так далее. Кроме того, в формировании продовольственного пояса вокруг Астаны активно участвуют наши предприятия, как Акнар, это Евразиан Фудс, это Натиже-Суд. В сфере туризма в текущем году за счет собственных и заемных средств в городе планируется реализация 4 проектов по строительству и расширению гостиниц. На сегодняшний день открыты гостиничные комплексы «Апарт-отель» и ОЗЗ. До конца года планируется открытие еще 2 гостиниц. Это гостиничный комплекс с бизнес-центром «Сенатор», который на улице Гоголя, и гостиница ИП Гусева. Введены в эксплуатацию рестораны «Империя», «Бургер Кинг», «KFC», ВОК, Мисс Мария, а также расширен гостиничный комплекс «Космонавт» с открытием нового ресторана «Зума». Оказанные меры господдержки позволили сохранить и создать 784 новых рабочих мест в сфере услуг. На сегодняшний день экономика города в целом она имеет разные направления развития. В диверсификации экономики принимают участие как крупные, так и малые предприятия. Все хозяйствующие субъекты вовлечены в обеспечение валового регионального продукта. В целом, по итогам 8 месяцев по городу ожидается положительная динамика в промышленности, это свыше 104%, в сельском хозяйстве и ФОГ это составит 103%, по инвестициям здесь очень неплохой показатель, свыше 110%, и показателям полностью, всем показателям развития малого и среднего бизнеса. В промышленности рост обеспечен за счет объема обрабатывающей отрасли на 8%. Своевременная реализация антикризисных мер позволила обеспечить занятость населения и поступление в местный бюджет. То есть, понятно, экономика, когда растет, яркий пример – это создание рабочих мест. И самый вытекающий пример, самый главный – это наличие денежных средств в местной казне. То есть, рост составил с прошлым годом 6,7%. Это достаточно неплохой рост при прогнозе, который мы так сильно его не прогнозировали. Что в свою очередь дает возможность выполнить социальные обязательства в сфере образования, соцзащиты, культуры, спорта, увеличить расходы на содержание и ремонт объектов, в том числе и коммунальной собственности. Это и благоустройство дворов, ремонт и содержание дорог, восстановление уличного освещения и так далее. В третьем направлении особое внимание отводится развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Для меня, как для руководителя города, этот вопрос стоит на особом контроле. С ростом количества автотранспорта, а рост ежегодно в среднем происходит в городе Караганде личного автотранспорта от 4 до 6%, это статистика последних нескольких лет, задача обеспечения пропускной способности дорог, безопасности движения, задача, она самая актуальная. В первую очередь это комплексное содержание автодорог города. Как вы знаете, и в прошлом году были справедливые нарекания, в том числе по прессе они проходили, о том, что содержание автодорог, особенно в начале зимнего периода, она, скажем так, мягко не очень отвечала на так называемым нужным требованиям. Когда, в принципе, все это разобравшись, мы посмотрели, то есть недостаточное недофинансирование этих проектов, то есть есть нормативные расходы, которые мы фактически за последние годы отдавали порядка 60-70% и выливаются в конечном счете в такой результат. То есть на содержание, на текущее содержание, которое связано с общественной такой резонансностью, нужно выделять денежные средства в полном объеме.
Что касается по ремонту дорог, в текущем году у нас завершаются работы по реконструкции дороги по улице Ленина. В прошлом году и на отчетных встречах мы говорили, то есть он будет двухэтапный. Первый этап — это по улице Ленина полностью замена теплоснабжения, систем теплоснабжения. На следующий год будем заходить комплексным ремонтом автомобильной дороги для того, чтобы в конечном счете в последующие годы не возвращаться к этой улице. Также у нас завершается строительство автодороги по улице Букетова, капитальный ремонт путепровода Федоровский. Очень много вопросов возникает, особенно с учетом того, что говорят, что образовали соответствующие пробки, очень тяжело проехать по 45-му кварталу. Все это мы видим. Что касается путепровода Федоровский, непроведение капитального ремонта грозило городу Караганде получить очень серьезную аварийную ситуацию. То есть после того, как проводилось его строительство, капитального ремонта, к сожалению, текущие проводились, капитальный ремонт не проводился ни разу. То есть технически, когда полностью обследовали специалисты институтов Казмир и других институтов специализированных, то есть заключение было, что крайне необходимо еще проводить был капитальный ремонт еще вчера. То есть в принципе, там основные работы завершены. Сейчас работы сегодняшнего идет укладка нижнего слоя асфальтобетона. Я думаю, что в течение вот этих 10 дней уже открытие самого путепровода проезда произойдет, а уже все оставшиеся там, которые необходимы по завершению работ, они в течение октября месяца завершат. Средним ремонтом у нас охвачено 27 наиболее аварийных участков автомобильных дорог протяженностью 43 километра. На 14 улицах работы практически завершены. То есть это, например, такие улицы, как Волгодонская, Гапиева, это у нас улица Сатпаева. То есть она приобрела достаточно такой комфортный вид и удобный не только для автолюбителей, но и для горожан. По 13 участкам работа проводится. Здесь бы я хотел всех поблагодарить журналистов, так как вот именно та обратная связь, которая существует, она в принципе крайне необходима для нас. При этом мы выстраиваем и в том числе корректируем свои планы работ. Ну, яркий пример, вот сегодня я не вижу сейчас Батагос Амарову, но хотел поблагодарить. И Айман, мы очень внимательно смотрели весной большой репортаж по дороге, которая у нас по Павлодарскому направлению, трасса. И благодаря в том числе тем репортажам критическим, с руководством национальной компании «Казахавтожол» достигнута договоренность. Плюс мы дополнительно еще выделили за счет средств городского бюджета, там небольшой участок городской, и я думаю, что в течение 10-15 дней работы на этом участке будут завершены. То есть это и есть вот эта обратная связь, которая между журналистским сообществом и непосредственно нами, местной исполнительной властью. По 13 участкам работа, она сейчас началась и ведется. То есть там проблемные вопросы, которые есть. Улицы у нас касаются, в этом году вот мы завершили улицу Космонавтов. Есть вопросы, которые сейчас, по тем дорогам, которые крайне необходимы. И в том числе они проходят по прессе, по сайтам, в том числе на сайтах вот наших информационных издательств. С учетом проведенных ремонтных работ планируется порядка 70% должно дорог находиться в хорошем удовлетворительном состоянии. В следующем году мы попытаемся максимально охватить уже дороги Октябрьского района. То есть там в Октябрьском районе, особенно микрорайоны Пришахтинск, внутриквартальные проезды в Майкудуке, в Сортировке, там очень достаточно много вопросов. Сейчас все это считаем, и с учетом потребностей, и с учетом возможностей бюджета, я думаю, что максимально мы будем охватывать Октябрьский район. Что касается модернизации социального блока, здесь в сфере образования поэтапного внедрения 12-летнего образования с 1 сентября 2016 года начата апробация обновленного содержания образования в первых классах. Специальные курсы для подготовки к работе с первоклассниками прошли 372 учителя начальной школы, 860 учителей-предметников. Отдельно хотел бы остановиться на обеспечении учащихся учебниками. Вот здесь вопрос очень такой серьезный. Если в 2014 году на эти цели было предусмотрено в бюджете города 65 миллионов тенге, в 2015 году 165 миллионов тенге, то в текущем году уже 252 миллиона тенге. При этом мы не сразу обеспечили 100% даже первоклассников. Почему это произошло? То есть расчет, когда производится, с учетом тех детей, которые родились в городе Караганде и растут, и должны по возрасту подходить в школы, мы добавляем энное количество процент на миграцию, но мы не ожидаем такую миграцию. То есть в этом году у нас увеличилось количество школьников на 3000 человек.
И именно это не за счет той естественной рождаемости, которая просчитывается и которая нам видна, а именно за счет того, что с других регионов Казахстана, с других регионов области переезжают в город Караганда. Понятно, любая забота любого родителя, то есть это перспектива, это через получить качественное образование, соответственно, дорога дальше, чтобы она открылась. Но тем не менее, вот такой момент он есть. Сейчас мы полностью этот вопрос закрыли, тем не менее, это вот и мы ставим этот вопрос и с депутатами. Главное – это обеспечение качественными, бесплатными учебниками и учебными пособиями наших детей. Понятно, что это очень большие средства, которые необходимо закладывать в бюджете, но мы будем их поэтапно всех решать. Кроме того, по поручению главы государства планируется поэтапное внедрение преподавания физики, химии, биологии, информатики на английском языке в 10-11 классах. Первые шаги в этом направлении в городе уже есть. В гимназии номер 1, лицее 57, изучение физики и химии проходит с элементами английского языка. Также началась работа по подготовке учителей. То есть самая важная задача сегодня – подготовить грамотных специалистов, умеющих на английском языке внедрять и рассказывать те новшества, которые есть. Все новшества общеобразовательных процессами нами активно внедряются. Денсаулық сақтау саласында ұлт жоспары аясындағы негізгі міндет 2017 жылғы қаңтардан бастап мемлекеттің жұмыс берушінің және азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу болып табылады. Осыған байланысты денсаулық сақтау құрылымдары көлемді түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар жекеменшік қаржы салымдарын қолдана отырып, оңтүстік шығыс ауданда бір ауысымда 100 адам және Майқұдықта бір ауысымда 50 адам қабылдай алатын 2 отбасылық денсаулық орталығын ашу жоспарлануда. Социальная защита населения, как ее важная неотъемлемая составляющая, у нас относится к основным приоритетам внутренней политики в целях эффективного исполнения 84-го шага в рамках пилотного проекта «Орлео» внедряются новые подходы адресной социальной помощи, обусловленная денежная помощь. С внедрением проекта так, в пилотном порядке несколько семей, 10 семей у нас охвачены в городе, в количестве 40 человек, 10 из которых безработные. То есть посмотрим, как будет реализована данная программа, и если она покажет свой позитивный эффект, то ее будем повсеместно внедрять. По 4-му шагу, это направление идентичность и единство, реализуется 6 шагов. Город принимает активное участие в национальных всех проектах «Большая страна, большая семья», «Менім елім», «Нұрлы болашақ». Немаловажным направлением плана нации является идея общества всеобщего труда. В условиях неоднозначного развития... Я предлагаю перейти к вопросам. Да, если Одну минуту, если разрешите. Здесь вопрос какой, что трудоустройство, здесь в целях расширения способов решения вопросов трудоустройства с августа запущен проект «Поиск» посредством мобильного приложения WhatsApp. Свыше 200 человек они участвовали в этом, и она в принципе корректируется, работает. И даже я знаю, один из журналистов одного из изданий участвовал и прошел сам эту всю категорию. По 5-му направлению формирования подотчетного государства, здесь у нас создан в первую очередь это общественный совет, и в его составе созданы соответствующие комиссии. Налажена эффективная обратная связь акимата с горожанами через социальные сети, что позволило повысить эффективность работы акимата. То есть общественный совет сегодня является тем проводником между населением и властью для того, чтобы выносить те проблемы. Например, очень сильно поднимался вопрос по ремонту нескольких аварийных школ. С учетом этого дополнительные средства 23 миллиона мы нашли, на сессии Маслихата утвердили, и они в первую очередь направлены на решение проблем конкретной школы. Более того, рассмотрев и посидев по вопросам образования, мы следующий год максимально выделим денежные средства на ремонт объектов образования города Караганды, не только среднего образования, но и так называемого дополнительного образования. То есть это ремонт
и оснащение материально-технической музыкальных школ, Дворца пионеров и так далее. Кроме этого, объекты культуры, связанные с нами дворовые подростковые клубы, стадион «Локомотив», то есть максимально денежные средства будут направлены туда. И вот через общественный совет, который поднимающиеся вопросы, это и есть такая обратная связь с населением. Кроме того, мы вытащили так называемый WhatsApp, тоже по номеру WhatsApp по вопросам благоустройства. Более 300 таких предложений поступало на конкретных микрорайонах, конкретных проблемах. То есть их постепенно все решаются. Кроме этого, на самом сайте уже все это есть. Ну, если разрешите, как вкратце, перед нами у нас стоит такая огромная задача по исполнению поручения лидера Насара Нурсултана Назарбаева по модернизации казахстанского общества и укреплению непосредственно казахстанской государственности. Сегодня мною озвучены коротко основные моменты нашей работы в рамках плана нации 100 конкретных шагов. Если сейчас будут вопросы, пожалуйста. Мы благодарим вас за выступление. Құрметті әріптестер, енді осымен сауал-жауап сессиясына өтуге рұқсат етіңіздер. Уважаемые коллеги, перейдем к вопросам. У нас на очереди Казинформ, пожалуйста. Спасибо за приоритет. Вопросов много, для затравки 2. Вы уже говорили о том, какие меры предпринимаются в энергетике, в том числе по теплообеспечению наших сограждан. Вы говорили о подключении новых объектов. Тем не менее, у нас ситуация, что в 21 веке жители частного сектора, которые находятся в сторону Юго-Востока, вынуждены пользоваться до сих пор печным отоплением. Это создает проблемы и людям, и экологии. Им уже несколько лет обещают, что как раз за счет ввода новых тепломощностей они смогут возобновить, как это уже было раньше, и пользоваться центральным теплоснабжением. Прокомментируйте, когда этот момент настанет. Первый, второй. Так, вопрос первый. Значит, вопрос второй. К сожалению, проблем в городе еще много. То есть работать власти еще много и много. И к вам, как вы уже сказали, что вы по разным источникам, в том числе и с помощью социальных сетей, получаете обращения. И к чести отметить, что некоторые вопросы решаются оперативно. А сами вы в день, в неделю, в месяц сколько километров, сколько времени ходите по городу пешком и своими глазами находите вот эти проблемные участки? Потому что не секрет, что горожане упрекают власть, что власть видит город только из окна собственного автомобиля. Спасибо. Давайте я на первый вопрос сначала отвечу. Проблема, и я только что вам сказал, проблема, у нас таких микрорайонов в городе Караганде достаточно. Давайте, в Пришахтинске это микрорайон Шахтерский, это улицы Кемеровские, а Кемеровская у нас здесь в центре несколько тоже жилой сектор, который хотят подключить в городе, это Бобруйская, то есть район Москвичевской станции с левой стороны, по Ермекова. Плюс есть частные очень много домов, которые необходимо подключить, которые пользуются печным отоплением. Вопрос не в том, что сейчас не хватает тепла. То есть сейчас генерация, я вам еще раз сказал, генерация сегодня позволяет максимально обеспечить теплом, то есть с учетом ввода. Но без строительства нового тепловывода, ну просто тепловывода, этого сделать невозможно. То есть сегодня тепло в достаточном количестве ТЭЦ стало производить. Теперь мы заканчиваем проектно-сметную документацию по строительству основного третьего тепловывода, то есть ту всю часть, начиная от Шахтерской, который напротив Триады, там частный сектор, весь можем полностью подключить к центральному теплоснабжению, и ниже, вот, ниже Голубых прудов, включая сегодня, который вот мы панель-центр дома достраиваем, и там тоже запланировано строительство, плюс микрорайон Таугуль, который сегодня нарезан, и мы всю инфраструктуру в рамках Нурлы-Жол заводим, то есть там частный сектор тоже строится, район старого аэропорта, это тот же частный сектор, к которому мы должны уже подвести непосредственно внутриквартальные сети. Но сначала нужно построить магистралку. То же самое у нас происходит, расшить нам необходимо. Есть моменты, где мы не можем того количества необходимо расшить. Вот по Пришахтинску, допустим, очень проблематичный вопрос, он всегда поднимается. И там получается как, что М8, который проект начинали делать, он сегодня позволил нам, и вы сами как журналисты, вы давно работаете, вы помните, те года у нас была проблема 21-23 микрорайон Пришахтинска,
тепла не было. Вы же помните, да, каждую зиму они замерзали. Когда часть вот этого М8 завершили, сейчас это несколько лет, этой проблемы не стоит. М8 будет продолжаться. После того, как ее достроят, то есть там есть технические моменты, тогда позволит нам уже подвести туда. Тогда мы вторым этапом уже должны внутриквартальные сети туда подвести. Очень многие, особенно там вот где двухэтажные дома, у них внутри уже нет разводки никакой. То есть это большая работа, которая проводится. Голова ТЭЦ, потом получается мы проводим тепло внутриквартальный и внутри подъездные, внутридомовые разводки. То есть вот когда все 4 эти позиции сложатся, тогда это и будет вопрос. Сегодня я ответить вам, сразу сказать, вот завтра это будет, я не буду этого говорить, потому что я вам на сегодня констатирую факт. Первое, ТЭЦ готова поставлять, мощностей хватает. ПСД на государственной экспертизе завершается. Стоимость только третьего тепловывода, ориентировочная стоимость, она, ну, если в две нитки мы говорим, порядка 20 миллиардов, это серьезные деньги. Поэтому мы их будем через Нурлу-Жол, через инвестиционные проекты, то есть на уровне премьер-министра республики эта проблема понятна, она есть, и мы ее будем постепенно решать. Более того, в проекте вот в этом ПСД мультикативно мы заложили эффект так называемого казахстанского содержания. Максимально учли производителей карагандинских, то есть это и Изоплюс, Биомер Арматура, и все, что связано с бетоном, Пауэр-бетон, то есть там вопрос вот такой. На второй вопрос, я думаю, что мы все равно это понимаем. Я вам не сегодня сказать, вот на сегодня, если я сегодня вам скажу, через 2 года это будет, а этого не будет, ну я немножко другой человек, я не хочу просто так в воздух говорить. Я вам говорю, что мы работаем, когда у меня будут четкие ориентиры, четко понятно по графику и как городу будут выделять денежные средства, источник, вот тогда я скажу конкретно. Это вот тогда, это тогда, это тогда. Ну то есть эта задача есть, она понятна, и будем ее максимально решать. Что касается второго вопроса, конечно, это очень удобно сказать. То есть жизнь видеть из окна своего персонального автомобиля, зимой быть в теплых кабинетах, летом в прохладных кабинетах. Но немножко специфика работы акима города, она немножко отличается от специфики работы многие государственные служащие, которые связаны больше с конторской такой деятельностью. Но я говорю, сегодня я был на 3 улицах, вот я вам откровенно говорю, это бывает очень рано. И пешком их прохожу. Если вы хотите, как правило, если времени не хватает, по субботам, каждую субботу у меня объезды. То есть субботу, воскресенье я полностью езжу по городу. То есть для меня понятно, очень много сдаточных объектов, очень много объектов, которые связаны. Плюс есть возможность, я стараюсь пешком пройтись. То есть для меня, во-первых, это для здоровья хорошо, самому для здоровья хорошо. Во-вторых, когда своими глазами увидишь, и это легко. Но сегодня мне, вы в том числе, как корреспонденты, фотографируя, давая репортажи, вы тоже становитесь моими глазами, независимыми глазами по проблематике, по конкретному там двору, по конкретному. То есть, в принципе, я с удовольствием и практически каждый день. Может, у вас есть фитнес-часы там, в сотовом телефоне, которые фиксируют, сколько пешая прогулка в день? Я вам его покажу. Хорошо. Пожалуйста, следующий вопрос. Журналист Аймаз Ағатай, бірінші сұрақ ол жаңаға жергілікті полицияға байланысты, оның жұмыстарын айта кеттіңіз. Содан кейін бейне бақылау камераларына бюджеттен қаншама ақша бөлінгенін айттыңыз. Алайда Бұқар Жырау даңғылығынан бастап көлік жылдамдығын өлшейтін бірде-бір құрылғы істемейтіні айдан анық, сол неліктен? Екінші сұрағым әлеуметтік жағдайға байланысты. Жалпы кезекте үй кезегіне тұрған бірінші топ жаңағы мүгедектері бар, я. Солардың кезектері неге жылжымайды, оған байланысты мысал келтіруге болады. Дүйсебаева Бикүл деген жанды өзім түсірдім. Бірінші топ мүгедегі 2007 жылдан бері кезекке тұрған, содан бері 100 жаңағы санға ғана жылжыған кезегі. Неліктен? Оларға үй салынбай ма, немесе жаңағы мемлекеттік бағдарлама 20-20 бар, бірақ оны ипотека төленеді, я? Ал бұл кезге тегін беріледі. Неге ол жылжымайды? Қандай амалдар жасайсыздар осыған байланысты? Жақсы. Біріншіден, рахмет сізге. От жалдамалы пәтер, қазіргі таңда өте ауқымды сұрақ. Былтыр бізде тек Қарағанды қаласы бойынша 13 мың азамат пәтер кезегінде тұрды.
олардың өкінішке орай біз 200 қазіргі таңда жалдамалы пәтерге қол жеткізді. 200. Өткен аптада көрген болсаңыз, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үкіметке нұрлы жер жаңа бағдарламасын жасауға нақты тапсырма берді. Мен сенемін, бұл бағдарламаның арқасында біз көп азаматтарды жалдамалы пәтермен қамтамасыз етіміз деп ойлаймын. Екінші сұрақ. Бірінші сұрақ, қанша ақша керек? Жергілікті полиция. Түсіндім. 90 миллион теңге бір жылға. 90 миллион теңге. Ол аздап. Жақсы. Көлік жылдамдығын өлшейтін құрылғылар неге істелмей жатыр? Сол бюджеттен бөлінбеген ақшадан ба? Қазір істен шығып тұр ғой, қарасаңыз, Бұқар жырау даңғылында. Сұрағыңыз орынды, әрине, давайте. Біз дегенмен бұл мәселеге жай қарауға болмайды. Біз қазіргі таңда жұмыс істейміз, сосын сізге нақты ақпарат береміз. Жақсы? Так, пожалуйста. Сережа Туспаева, газета «Наша ярмарка». 3 вопроса можно? Пожалуйста. Первый. На какой стадии сейчас находится проект строительства объездного пути, по-моему, север-юг, да, вот, который через сортировку на юг будет уходить дорогу? Второй вопрос. В связи с чем возникла необходимость замены дорожного полотна на Шахтинском путепроводе, который 3 года назад ремонтировался, 2 года назад? И третий вопрос. Это вот то, что сейчас обсуждается широко. Возможное повышение тарифа на проезд в городе Караганде. Я просто сразу извиняюсь перед всеми журналистами, потому что вопрос очень серьезный, я сразу попробую им объяснить. По первому вопросу, что касается объездной дороги, проект прошел, здесь администратор выступает соответствующее Министерство транспорта и коммуникаций, сейчас инвестиции, Министерство инвестиций. Здесь компания, национальный оператор наш, который у нас ЖОЛ, и на сегодняшний день проект прошел полностью государственную экспертизу, проектно-сметная документация, и они планируют его начать, я так понимаю, что с конца 2017 года. То есть объездная дорога, которая будет проходить через сортировку и, соответственно, выходить через Курминку, уже будет обходить весь город. Мы крайне заинтересованы в реализации данного проекта, так как сегодня, к сожалению, понятно, что дороги там разбиты, и ситуация такая, по идее, весь транзитный транспорт должен уходить через объездные дороги и уходить через город. Они проходят по нашим городским трассам. Наши городские трассы, в том числе отремонтирована улица Попова, даже недавно ее там несколько мест переделывали. Почему? Потому что она не рассчитана на такой тоннаж и такие проходимые дороги. Но мы тоже понимаем, им как-то надо проезжать. Там аварийный путепровод, который на сортировке именно для крупногабаритных и крупнотоннажных автомобилей. Мы крайне заинтересованы. В этом году в рамках вот этого проекта они должны проезд дать до Тимиртау. Следующий год они начинают Тимиртау-Караганда и, соответственно, потом обход города Караганды. Что касается 15-го путепровода, ремонта 15-й магистрали. Смотрите, сегодня мы говорим о том, что город Караганда и любой вообще город, он должен быть, трассы должны быть соответствовать, то есть въездные и входные группы. Получилось так, что в 2014 году делали до путепровода, работу выступал практически до путепровода, а делала работу, выполняла компания УЛАР, у которой есть гарантии работ. В прошлом году вот эту часть и дальше по позапрошлом уже году вывели до Беркута. И остался путепровод, который мы вообще не делали, потому что межинтервальный срок ремонта должен составлять не менее 3 лет. Но состояние его сегодня, оно вызывает такие вопросы, что завтра, то есть в следующем году, уже безопасности прохождения на данном путепроводе он нет. То есть мы минимально денежные средства выделили для того, чтобы сегодня некоторые места, где идет обвал, это естественный момент, укрепить и, следовательно, заменить верхний слой асфальтобетона. То есть тогда трасса в целом пойдет.
Что касается третьего вопроса. Вопрос он очень серьезный и очень понятный. Он сейчас возникает с учетом того, что повысилась и цену Министерство энергетики отпустило на дизельное топливо. Соответственно, вопросы поднимаются по повышению тарифа, который должен быть у пассажироперевозчиков. То есть расчеты они разные. То есть от 115 тенге, в некоторых городах до 150 тенге. Сегодня мы говорим, и утвержденный был тариф, если я не ошибаюсь, в 2013 году, да, 80 тенге, но там были куча обязательств, которые должны были быть автопарками выполнены. Они на сегодняшний день, большая часть, конечно же, не выполнена. То есть разные были разговоры, и сегодня говорить о том, что повышая данный проезд, мы решим проблему, я не думаю, что повышая проезд, мы можем решить эту проблему. Так как есть обыкновенные законы рынка, повышая до определенного уровня цены, у тебя уменьшится количество вообще использующих и пользующихся твоей услугой. Максимально будут переходить на определенные виды транспорта, то есть другие виды транспорта. Что получается? Сегодня подняв, второй вариант, который просят, это субсидии из государственного бюджета на то, чтобы покрывать разницу. Законом это предусмотрено. Но мы должны здесь четко понимать и очень серьезно считать, если мы сегодня пойдем на субсидии покрытия убытков по этим предприятиям, удерживая тем самым тариф, мы тем самым, получается, с государственного бюджета поддерживаем, как говорим, и очень состоятельного человека, который проезжает в этом автобусе, и человек, который социально защищенный. То есть мы очень серьезно сядем, то есть есть предложения, их есть. На сегодняшний день не допустим того, чтобы автобусы не ходили, хоть какие-то вопросы они есть, этот вопрос на жестком контроле. Второе, мы все-таки думаем, сегодня мы выплачиваем автопаркам более миллиарда тенге за счет средств городского бюджета, общая сумма миллиард, если я не ошибаюсь, 8 или миллиард 80, я точную сумму скажу, чуть больше миллиарда тенге на поддержку социально защищаемых слоев населения. Здесь мы считаем, если идти по нормальному варианту, как предложение, сегодня механизм такой, человеку начисляя, оно уходит потом в автопарки, автопарки с учетом своего пассажиропотока его разделяют. То есть для того, чтобы автопарки не говорили, и здесь все время идет спор. Спор идет о том, что они говорят, наши льготники, то бишь люди, это социально защищаемых слоев населения, они ездят больше, нежели чем мы оплачиваем им денежные средства. Часть наших льготников говорят, я столько не езжу, сколько вы в среднем на меня рассчитываете. То есть я не осуществляю столько поездок. Поэтому мы бы хотели, здесь вопрос такой, что и я думаю, что мы и с общественным советом, и с депутатским корпусом очень серьезно посоветуемся, все-таки сделать монетизацию льгот. То есть конкретному человеку конкретно перечисляем деньги, это будет 1,5 МРП, это там порядка 3000 на проезд. И он уже вправе, едет он на эти деньги или купит себе хлеб, купит себе какие-то лекарства, и тогда в автобусе будут заходить и проходить только те, кто занимается непосредственно. проезд общий 80 тенге есть для всех, за исключением того, что предусмотрено законом, это дети от 0 до 7, это бесплатно, и с 7 до 15 50%, как во многих городах. Тем самым мы уйдем от этого, будем целевым выделяя. И второе, будем уже смотреть о том, что у них же говорят о том, что пассажиропоток. Мы договорились, подписали меморандум соответствующий о внедрении системы электронного обелечивания. Те подрядчики готовы, но мы сами наблюдаем, с учетом того, что система, которая работает онлайн, и вы сами все это видите, есть определенные шероховатости его реализации в городе Алматы. Вы знаете, да? То есть есть проблемы там связаны. Уважаемые коллеги, мы просим продлить эфирное время на 5 минут. Можно пятый канал? Лесничарна. Я могу договорить. И поэтому мы думаем, что мы его реализуем для того, чтобы вопросов таких не было. То есть мы его поэтапно реализуем. Здесь монетизация льгот, здесь внедрение электронного проезда. Сейчас вопрос о том, что поднять тариф, не стоит у нас. Уважаемые коллеги, выражая благодарность всем приглашенным, мы заканчиваем бриф. Извиняюсь, потому что я чувствую, что вопросов очень много, и пользуясь случаем, хотел бы вот этот весь состав, Ирина Юрьевна, если возможность есть, мы на следующей неделе вас пригласим, всех пригласим, и вы у нас на другом формате, я с вами лично встречусь и выделим порядка 3 часов, я готов вам ответить на все ваши вопросы. Чтобы сегодня и сейчас как бы обид не было, потому что вопросов очень много, они конкретные. Я готов на следующей неделе прям в график
Если вы готовы прийти в Акимате на нашей площадке, мы с вами встретимся, я на все. Спасибо Вопрос. большое. Ага. Следующий брифинг планируется также посвятить данной теме уже с акимом города Темиртау Ашимовым Галымом Абихановичем. Уважаемые телезрители, все интересующие вопросы вы можете направить на электронную почту, указанную на экране. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Всего наилучшего. Құрметті әріптестер, келесі брифинг Темиртау қаласының әкімімен бірлесіп өтетін болады. Келесі бейсенбіге дейін жүздескенше аман сау болыңыздар.